28 июля стартуют долгожданные 7-е игры «Дети Азии» во Владивостоке. И сегодня у нас в гостях президент Международного комитета игр Владимир Максимов. Мы узнаем, как готовится столица Приморья, какие меры безопасности принимаются из-за ковида и какие новшества ждут всех любителей игр «Дети Азии». Владимир, добрый день. Добрый день. Все соскучились по играм «Дети Азии». Наконец-то в прошлом году, в октябре, было озвучено, что 7-е летние «Дети игры Азии» пройдут во Владивостоке. Честно, осталось не так много времени до 27 июля, когда они должны открыться. И как сейчас проходит подготовка? Подготовка идет полным ходом. Создан организационный комитет краевой, который возглавил сам губернатор Приморского края. Создана дирекция игр, который непосредственно занимается всеми операционными вопросами. Соответственно, работа кипит. После принятия буквально через 3 недели был проведен семинар, визит глав и представителей олимпийских комитетов Азии. За короткий промежуток, во Владивосток приехало представители в очном формате, приняли участие представители 14 стран, что для сегодняшней ситуации в мире это такой неплохой показатель. А также у нас 9 стран подключились в формате онлайн, поэтому я думаю, что этот показатель очень неплохой. И, соответственно, после этого мы доводили информацию по играм на Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии. То есть в этом плане работа ведется. Ни для кого не секрет, что Владивосток большой город, он подготовленный, там проходят большие форумы, есть площадки размещения, я в этом уверен на 100%. Но все-таки с какими проблемами пришлось, может быть, столкнуться организационному комитету, который вы курируете и подсказываете, и приходится решать? В первую очередь, Владивосток, несмотря на то, что он принимает ежегодно Восточный экономический форум, другие какие-то мероприятия, Владивосток на сегодняшний день ни разу не принимал крупного международного мультиспортивного мероприятия. То есть проводились отдельные чемпионаты, турниры и так далее. Но как таковые спартакиады, либо игры какие-то комплексные, когда одновременно задействовано 10 соревновательных площадок. В городе, допустим, порядка 2000 спортсменов, 600 судей, и все это в одно время на разных площадках по всему городу. Это Владивосток с этим сталкивается впервые. Я думаю, что это будет хорошее подспорье и хороший опыт для самого города. Самое главное — это хорошее наследие. Потому что в рамках подготовки к играм ведется большая работа по ремонту объектов, введению, у нас там 2 новых площадки, допустим, соответственно, тот же Дальневосточный федеральный университет, несмотря на то, какой он красивый и большой, факт, что на сегодняшний день с момента ввода этих кампусов спортивные объекты ни разу не ремонтировались, допустим, Под игры Министерство образования и науки Российской Федерации выделило адресное финансирование на ремонт этих объектов. Такое наследие, которое достанется в последующем жителям Приморского края, студентам Дальневосточного федерального университета. Конечно, вопрос сложностей, которые мы столкнулись и сталкиваемся на сегодняшний день, который нужно развести, это в первую очередь логистика, потому что все, кто был во Владивостоке, особенно в летний период, знают, какой там трафик автомобильный, соответственно, эта вся развязка, настройка шаттловой системы, перевозки спортсменов, все просчитывается, делается таким образом, чтобы минимизировать неудобства для населения, проживающего в городе Владивостоке, либо гостей, которые приехали, потому что мы понимаем, что будет и предполагаем большой наплыв зрителей с близлежащих регионов, с других регионов России. Конечно, еще вопрос у нас организации безопасности, потому что есть определенные нормативы, есть требования и у нас, и есть они оформлены федеральными нормативными актами. Соответственно, вся эта работа, она сегодня проводится, и однозначно, что когда игры завершатся, то Владивосток сможет принять уже любой другой мультиспортивный форум, в этом я не сомневаюсь. Если мы теперь вернемся к спортивной составляющей самой, новые виды спорта появились. Это плавание на открытой воде, это пляжный волейбол, это баскетбол, стрит-баскетбол, я так понимаю. Еще что-то есть? Обязательные виды спорта, которые должны быть включены в программу. Их по летним играм их 17. Плюс к этому организационный комитет имеет право заявить
дополнительные виды спорта, не более 5 видов спорта, которые они хотят провести именно на своей территории. То есть мы говорим о том, что если мы включили вот эти дисциплины, которые вы перечислили, это и виды спорта, это не значит, что они пройдут потом в дальнейшем, то есть они заходят разово. Ну, посмотрим, при хорошем проведении, при заинтересованности федераций международных, вот, может быть вопрос о том, чтобы включить их в обязательные виды спорта. Предложенные Приморским краем виды спорта, они культивируются на этой территории, они являются базовыми видами спорта, у них, то есть, имеют хорошие традиции, вот, соответственно, конечно, мы взвесили все за и против. Плюс у нас дисциплина добавилась греко-римская борьба, тоже пробная. На самом деле этот вопрос поднимался уже давно, с 2012 года. Федерация спортивной борьбы России просила включить. Ну, соответственно, сегодня мы решили таким, скажем так, мягким образом из общего количества весовых категорий разделить их на 3 дисциплины и то есть без увеличения количества спортсменов. Посмотрим, если соревнования пройдут хорошо в Владивостоке, есть вероятность, что греко-римская борьба, классическая борьба также войдет и в обязательные дисциплины на последующие игры Дети Азии. Меня вот интересует другой вопрос. В обязательных дисциплинах есть якутские традиционные виды спорта. Ну, уже 7 лет соревнования проводятся, понятное дело, что к ним привыкли, но есть ли такие страны, которые в первый раз могут столкнуться, например, и это вызывает какой-то интерес у них? Мы также составляем программу во время игр таким образом, чтобы спортсмены из других видов спорта без нагрузки на саму спортивную делегацию, чтобы включать отдельных там спортсменов, если у них, допустим, нет или не настолько развит этот вид спорта, чтобы они могли, допустим, в той же борьбе хапсагай могли заявить спортсменов из вольной борьбы, допустим, да, или из дзюдо, схожих видов спорта. В первую очередь даже это популяризация наших видов спорта. Соответственно, регионы России, они уже заточены под это. То есть даже 16-й год, если взять, сборная Сибирского федерального округа, в неофициальном таком медальном зачете по хапсагаю взяла 1-е место. Выиграла сборную республики, то есть они привезли специально там ребят из региона, где национальная борьба схожа с нашей, допустим. Вот. То же самое по масс-рестлингу уже на сегодня мы видим, что если раньше первые игры, там, где были эти виды спорта включены, спортсмены приезжали такие, скажем так, со скамейки брали, да, вот, а сегодня уже это подготовленные, с неплохой технической базой спортсмены, понимающие, знающие правила, у которых есть закрепленные тренеры. Я надеюсь, что лет через 20 будет большая конкуренция по этим видам спорта. Сегодня уже что-то понятно с точным списком стран, которые приедут, и регионов? Ну да, у нас по требованию комитета международного до 1 января национальные олимпийские комитеты должны были внести предварительную заявку, то есть подтверждение, участвуем или не участвуем. На сегодняшний день у нас порядка 25 стран уже официально подтвердились. Есть и отказы в том числе, но они в большей степени связаны с сегодняшней эпидемиологической ситуацией в мире. Если говорить про ковидные ограничения, спортивные соревнования сталкиваются с этим, некоторые отменяются, некоторые проводятся в каком-то усеченном формате. Что будет в этом плане с детьми Азии? Мы не знаем, что будет через неделю, через месяц, а тут загадывать на несколько месяцев вперед, но в любом случае мы готовимся. На сегодняшний день действует пока и странам разослан действующий протокол, утвержденный правительством Российской Федерации. Также Организационному комитету было рекомендовано просчитать и предусмотреть прием ПЦР-тестов от всех категорий участников, аккредитованных, с временным отрезком в 72 часа. То есть каждые 3 дня спортсмены, тренеры, массажисты и все остальные сопровождающие должны будут проходить ПЦР-тесты. Мы от этого никуда не денемся, потому что если тот же детский центр «Океан», он вроде бы закрытая зона, у нас будут действовать пузыри, так называемые в каждом объекте, да, стерильная зона. Сейчас идут расчеты по бюджетированию и, соответственно, по определению точек забора ПЦР-тестов. Также у нас готовятся и резервные койко-места, карантинные зоны и так далее и тому подобное. А по зрителям что? По зрителям, сегодня мы опять-таки пока рассчитываем на те рамки
которые утверждены, опять-таки, действующими нормативными актами. В Приморском крае действует 50% заполняемости на сегодняшний день. Вот. Что будет завтра, опять-таки, я говорю, что мы не можем, но по посещению и заполняемости спортивных объектов, конечно, у нас идет разграничение, так сказать, клиентских групп, где та или иная категория участника, либо зрителя, она не пересекается друг с другом. Те участники, те лица, которые, вот, как я сказал, будут проходить организованно там, сдачу ПЦР-тестов, будут аккредитованы, они ни в коем случае нигде не должны пересекаться со зрителями. Но на сегодня пока есть возможность попасть на соревнования у зрителей. Поэтому Но это пока хорошие новости. Пока хорошая, но я надеюсь, что не пока, будет до конца хорошая новость. Поэтому приглашаю всех желающих, потому что я знаю, сегодня уже организованные группы, в первую очередь из республики, уже все интересуются, как посетить, будут ли допуск для... Ну, соответственно, я думаю, что в начале июня заработает уже, дай бог, к тому времени все определится, и заработает уже билетная программа, по которой сегодня уже начата работа по приему заявок от волонтеров, которые могут подать заявку через официальный сайт игр Владивосток 2022. Любой желающий может стать волонтером, ну, пройдя определенные тесты и собеседования, может стать волонтером 7-х игр. Ну и давайте заглянем в будущее, да, когда пройдут 8-е игры «Дети Азии», и уже известно, что это будет Якутск. На сегодня 99% того, что игры пройдут в Якутске, это уже определено, потому что у нас и концепция игр оговаривается то, что каждые четные игры, они должны проходить в городе Якутске, именно на родине, где эти игры зародились. Вот. Сегодня мы ожидаем согласования решения правительства Российской Федерации. Я думаю, это будет вот не сегодня, а завтра уже. И после чего все, опять-таки, подготовительные работы, работы по соблюдению тех требований, которые есть, которые в том числе и республика сама и утверждала, они уже сегодня оговорены, в том числе и с Ильдарханом, Айсеном Сергеевичем Николаевым. Соответственно, я думаю, здесь, ну, Якутск не имеет права думать о том, что игры могут пройти плохо или как-то неорганизованно. Поэтому я думаю, что 2024 год, игры, вернувшись домой, после того, как мы их проведем во Владивостоке, они станут еще лучше, они еще станут еще сильнее, потому что мы за этот промежуток времени, за 7 лет, мы получили хороший опыт и проведение игр на Сахалине, которые нам способствуют для того, чтобы продвигать наш якутский проект дальше в международном пространстве. Спасибо за беседу. Спасибо.